Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новую рабочую неделю в отличной компании. С вами Вероника Тамтосова. И Евгений Никифоров. Отличная компания. И, конечно, мы спешим поделиться последними новостями. Расскажем вам о погоде, сделаем зарядку, пригласим интересных гостей. Ну и, конечно, расскажем все то, что вы успели проспать за выходные. Сегодня понедельник, 28 марта. Это последняя неделя марта. И совсем скоро уже наступит жара, лето. Будет светлее, теплее и радостнее на душе. Ну, конечно, мы с нетерпением ждем жары и лета, но пока переносимся о том, что же интересного происходит в мире. А там, всплеск доброты. По всему миру наблюдается всплеск доброты. На днях появились результаты исследования доброты. Так специалисты утверждают, что во время COVID-19 в мире наблюдался всплеск доброты, который сохраняется и до сих пор. В 2024 году выросло число благотворительности и волонтеров, а количество случаев помощи незнакомцам стало на 18% выше по сравнению с допандемийным периодом. Исследование проведено в 40 странах, показало, что процент возвращенных кошельков оказался в 2 раза выше, чем ожидали люди. И что интересно, эти вещи с большей вероятностью отдавали владельцам, если в них были деньги. Прекрасно, по словам экспертов, понять, сохранится ли тенденция к доброжелательности, и помогут следующие исследования, новые сведения. Одна из, пожалуй, действительно приятных возможностей заключается в том, что теперь мы обращаем внимание на потребности других людей и эмоциональное удовлетворение, которое мы получаем, помогая другим. Это может подпитывать эту позитивную спираль между помощью другим и благополучием, заключили специалисты. Ну и продолжая тему доброты, авиакомпания «Аэрофлот» с 24 марта по 25 апреля предоставит возможность пассажирам провозить животных из приютов бесплатно. Об этом сообщили на официальном сайте компании. Акция проводится в сотрудничестве с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника». Перевозка кошки или собаки из приюта разрешена в багажном отсеке или под сиденьем впереди стоящего кресла из любого города России, куда летают самолеты «Аэрофлота». Участвовать в этой акции могут любые пассажиры, оформившие право владения животным и запланировавшие с ним перелет из города, где расположен приют, в город своего проживания. Перевоз кошки или собаки осуществляется при соблюдении стандартных правил предоставления услуги. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо подать заявку с 19 по 21 апреля в Нику. Количество животных, которых может перевезти один пассажир, не ограничено. Однако на каждого питомца потребуется отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки. Ну а прямо сейчас спешим поделиться не менее добрыми новостями, ведь погода за окном, правда, стала лучше, и мы начинаем верить, что совсем скоро лето. Итак, в центральных районах сегодня минус 29, минус 10 градусов, в Заречной группе 32, 10 градусов холода. В южных районах 10, 8, ниже 0. В Вилюйской группе минус 23, минус 9, в Нижнеленских минус 29, минус 19, в западных 26, 11 со знаком минус. В Колымо-Интегирской группе улусов 36, 16, ниже 0, в Янских 36, 17 градусов холода. На северо-западе минус 32, минус 18 градусов. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 23 градуса ниже 0. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно облачно, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура днем составит минус 8, минус 10 градусов в Якутске. Ну, по-моему, ты прав, наступила замечательная весна погода. вообще. Даже не верится. А с приходом весны в испанской Айтоне пышно расцветают персиковые сады и окрашивают долину, превращая ее в розовое море. Тысячи туристов приезжают в каталонский муниципалитет, чтобы насладиться яркими природными красками. Люди любуются цветущими деревьями, которые красиво и удивительно выстроились в ряд. Куда ни глянь, все цветет. Глава Айтоны Роза Пуйоль рассказала, что большую часть природного ландшафта муниципалитета занимают деревья нектарина и плоского персика. Это даже звучит вкусно. Завораживающие пейзажи помогают повышать туристическую привлекательность местности. Проект по продвижению фруктовых деревьев в следующих понедельник ее посетят большая группа японцев, которые приедут посмотреть на каталонское ханами. Люди со всего света приезжают посмотреть на каталонское ханами, подчеркнул мэр. Природное зрелище можно наблюдать в Айтоне ежегодно с конца февраля по середину марта. По информации пресс-службы городского совета муниципалитета, в этом году на фестивале в рамках проекта, помимо прогулки по цветочным полям, туристы смогут продегустировать местные продукты, посмотреть концерт и узнать о культурном наследии местности. Muy bonito, la verdad que
Очень красиво. Это и правда удивительно, ведь куда ни глянь, все в цветах, все выровнено. Все деревья стоят в ряд. Очень красиво. Очень круто, очень круто. Я увидела фотографии, и они привлекли мое внимание. Поэтому мы и захотели сюда приехать. В Айтоне 6500 гектаров земли, из них 4000 орошаются. В частности, нектарины и плоские персики, растущие в этом розовом море нашей деревни. Проект по продвижению фруктовых деревьев вывел Айтону на мировой уровень. Скоро нас посетит большая группа японцев, которые приедут посмотреть на каталонские ханами. В последние выходные здесь было много англичан и французов. Я хочу сказать, что люди со всего света приезжают посмотреть на каталонские ханами. Ну, здорово, когда такая, знаешь, особенность местности, да, превращает ее в туристическую мекку. Есть о чем нам задуматься. Действительно, да, по крайней мере, плоские персики и нектарины, это настолько красиво, сочно звучит, что, я думаю, любой из наших соотечественников просто позавидует такому прекрасному зрелищу. Это точно. Ну, а теперь в нашем миросочетании краски деревьев недели свои цветущие наряды. Воздух наполнился ароматом свежести, потому что, посмотрев эти кадры, по-другому невозможно. Будто сама природа делает глубокий вдох, пробуждается от зимнего сна И, продолжая эти образы, хочется дополнить. Ветви тянутся к солнцу, словно выполняют свою утреннюю гимнастику. Может быть, и нам стоит взять пример с этого весеннего ритма? Ведь если природа заряжается энергией солнечных лучей, то нам, чтобы почувствовать тот же подъем, нужна всего лишь пара минут бодрой зарядки. Кстати, знаете, как превратить обычное упражнение в настоящий витамин бодрости после зимы? Сейчас все расскажем и покажем, самое главное. Доброе утро! Сегодня мы с вами немножечко потянемся. Этот комплекс можно выполнять как и утром перед работой, так и в течение дня, если вы находитесь на работе, которая малоподвижна. Итак, начнем. Постановка ног широкая, носки смотрят в стороны. Мы будем уходить в прогиб и подниматься вверх через круглую спинку. Таких у нас будет 3 повтора. На вдохе прогиб и на выдохе вверх. Еще раз прогиб и вверх. Далее остаемся в этом же положении и будем тянуть плечевой пояс. Противоход. Плечо уходит в противоположную сторону. По 2 раза на каждую сторону. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Далее уходим в центр, ножки разводим чуть шире и уводим себя в нижнюю точку, обхватив голеностоп. Начинаем тянуть спину в самую нижнюю точку, уводя все больше корпус назад. Добавляем пружинки. 3, 2, 1. И уводим ручки назад, добавляем тем самым растяжение. 3, 2, 1. Далее подъем с прямыми руками и прямой спиной. Собираем ножки вместе. У нас будет хват левой руки, и мы уходим в сторону. Тянем. 3, 2, 1. Уходим в диагональ, подкручиваем таз, разводим лопатки в стороны и тянем мышцы спины. 3, 2, 1. И снова в стороны. 3, 2, 1. Выросли в верхнюю точку, смена хвата. И все то же самое на другую сторону. 3, 2, 1. И в диагональ. Плечи опущены, лопатки разведены в стороны, таз подкручен. 3, 2, 1. И снова в сторону. 3, 2, 1. Вверх. Ручки уводим в стороны, динамичное движение кистью. Растягиваем кисть, ручки в замок.
Раскрыли грудной отдел, подняли ручки в замке и поворот. Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Закончили аккуратно, без рывков. Опускаем плечи вниз, расслабляем руки. Далее у нас с вами остается вдох и выдох. Выдох. И снова вдох. И выдох. И третий благодарственный вдох. И выдох. Собрали ручки, собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем плодотворного дня. Занимайтесь спортом и берегите свое здоровье. Ну что, получив заряд бодрости от нашей утренней гимнастики, самое время узнать последние новости к этому часу. Ведь новости – это в какой-то мере зарядка для мозга. Доброе утро, наши зрители. С вами Марфирина Алексеева. Расскажу об самых актуальных новостях к этому часу. Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно, ежемесячно зарабатывая не меньше 230 тысяч рублей до вычета налогов и набрав 625 пенсионных баллов. Трудовой стаж при этом должен составить не менее 62,5 лет. В текущем году можно набрать максимально не более 10 пенсионных баллов в течение года. Это становится возможным при доходе в 230 тысяч рублей в месяц. До вычета налоговых доходов сверх этой суммы не будут учитываться для начисления пенсии. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ключевая ставка – минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. В феврале банк ожидаемо оставил ключевую ставку, сохранив сигнал по дальнейшим шагам и указав, что будет оценивать целесообразность повышения показателя на ближайшем заседании. Мнения экспертов о том, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, разделились. Большинство уверены, что снижение начнется уже в июне, другие, что это произойдет не раньше конца лета. 22 марта, в завершающий день проведения юбилейного фестиваля «Мусустар», глава Якутии познакомился с работой корнеров на главной площадке в спортивном комплексе «Триумф» и отметил, что фестиваль за последние 5 лет стал главным событием в жизни молодого поколения республики. Как рассказал глава, в этом году в программу были добавлены новые важные треки. Они связаны с патриотизмом, сохранением национальных традиций, гастрономией и архитектурой. Представленные проекты будут реализованы в районах в следующем году. Мы из горного Улуса пришли участвовать в республиканском слете активистов движения «Первые вместе». Собрав сборную команду, мы приняли участие в 3 конкурсах. Это первая визитка на тему «Уникальность моего района», второе – это разработка игры от первых, и третье – это разработка мастер-класса полезности от первых. По результатам мы на конкурсе мастер-классов заняли первое место. По итогам игр оленеводов в Якутии абсолютную победу в общекомандном зачете завоевала первая команда Эвена-Бытантайского района. Она получила от компании «Алроса» вахтовый автомобиль марки «Урал». Член команды абсолютного победителя игр оленеводов Марат Слепцов поделился: «Я потомственный оленевод. Для нашей общины это большое и значимое событие. Такая техника отлично подходит для непроходимых дорог тайги и тундры». Второе место и автомобиль УАЗ «Фургон» завоевала команда номер 1 Тампонского района. Третье место и снегоход «Буран» получила команда номер 3 из Эвена-Бытантайского района. Игры оленеводов собрали 64 спортсмена оленевода в составе 28 команд из 12 районов Якутии. Ну, если сказать, не хвастаясь, да, наши олени славятся как бы в республике Саха-Якутия. И как наш Эвена-Бытантайский национальный район, как бы в этих оленях праздниках и слетах, гонках оленях участвует очень даже хорошо.
сейчас подумала, послушала новости. Жень, ты не забыл сегодня выключить утюг из розетки? Так, слушай, утюг вроде бы, да, по-моему, выключил. Точно? Ты в этом абсолютно уверен? А вот сейчас прям начал сомневаться. Как-то какие-то страшные вопросы, Вероника. В чем дело? Не, ну думаю, это на самом деле не страшно. У каждого иногда бывает, знаешь, что двери забудешь закрыть, точнее думаешь, что забудешь Да, закрыть, какие-то то рутинные действия, возвращаешься. оказывается, не выполнены. Но это может быть симптомом такого серьезного заболевания, если это прям серьезно проявляется, как деменция. Как помочь людям с таким заболеванием, знают наши сегодняшние гости, медицинский психолог кабинета памяти Республиканской клинической больницы номер 3, волонтеры автономной некоммерческой организации «Долгожить» Наталья Ивановна Иванова и кандидат биологических наук, директор автономной некоммерческой организации «Долгожить» Наталья Алексеевна Каратаева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот начали мы с таких простых вопросов, но расскажите о серьезном вашем деле, о проекте «Кабинет памяти». На кого он ориентирован? Кабинет памяти находится у нас на Горького 94, ориентирован на людей 55+. К нам могут подойти абсолютно все люди, независимо от прописки, от прикрепления к поликлинике, да, и проверить свою память. Если есть какие-то сомнения, да, вот выключила Утюг или закрыла дверь дома. Ага, и вообще мы говорим, что профилактика здесь в этой болезни должна быть очень хорошая, поэтому кому за 55 могут даже без сомнений могут подойти и каждый год пройти тестирование. Вот для этого нужно нам записаться, очередь довольно большая, поэтому по записи принимаем. Мы в 2GIS нас можно очень легко найти. Там есть наши номера, адреса и режим работы. А скажите, пожалуйста, вот прозвучала цифра возрастная 55+. Это как-то выведено статистически или это все-таки связано вот прям с конкретным возрастом, когда это наступает? И вообще в целом вкратце, что такое деменция? Может быть, как-то рассказать своими словами? Деменция — это болезнь, которая поражает мозг и разрушает нервные клетки мозга. И в свою очередь приводит к снижению когнитивной функции. У кого деменция, да, у такого больного постепенно исчезает память. И также начинает плохо работать внимание, мышление, даже речь. Плохо начинает ориентироваться в времени и в пространстве, да, и еще наблюдается изменение в эмоциях, эмоциональном плане и поведенческом плане человека. Да. Это очень тяжелая болезнь, которая усложняет жизнь намного, и плюс еще не только самого человека, но и его близкого окружения. Болезнь, она, статистика очень такая неумолимая, да, все время, больше становится болезнь и моложе становится. Если раньше говорили 80+, то сейчас 60+ очень много, поэтому вот 55 мы решили так. Ну, это страшно на самом деле. На самом деле очень страшно. А где могут получить помощь? Ведь обращаются, за правило, не сами больные, да, а именно их семьи. Вот где они могут получить помощь? Так, мы являемся общественной организацией, работаем в сфере паллиатива и долговременного ухода. У нас в основном мы помогаем людям старшего возраста. Это наша основная целевая аудитория. Ну и вы сами представляете, если вдруг в семье случилась вот такая трагедия, когда бабушки, дедушки, да, уже начали проявлять признаки деменции, то, конечно же, люди обычно в большинстве случаев они не знают, куда обратиться. Мы, как общественная организация, оказываем консультационную помощь. Все случаи, конечно, они индивидуальны. Мы рассказываем, куда можно обратиться за помощью, как можно выстроить уход, так скажем, да, за вот таким тяжело больным человеком. Деменция – это состояние, при которых очень сильно страдает память, внимание, речь, ориентация во времени, пространстве и поведение. И когда человек, допустим, один ухаживает в семье, то ему очень трудно. Он работает практически без выходных. Да. Он очень сильно физически, психологически, морально устает. И в таких случаях ему в первую очередь, что нужен это отдых. И вот мы являемся общественным куратором отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3. И одна из главнейших функций вот этого отделения – это оказание респисной помощи для таких семей или по-простому социальная передышка.
То есть вот это отделение, оно предоставляет возможность отдохнуть от ухода за таким пациентом, особенно когда деменция уже такие тяжелые стадии, когда человек не контролирует свое поведение, и так далее, уже вот средние, тяжелые, да, но у нас есть ряд ограничений. Мы берем с легкой степенью деменции и средней, все в зависимости от сопутствующих заболеваний пациента. Ну, то есть зависит от того, в каком, да, какой уход требуется. В каком он состоянии. Вот. А кто вообще в зоне риска находится? Почему, вот вы говорите, молодеет заболевание? То есть с чем это связано? С профессиями, с современным развитием технологий, современным образом жизни? Все это комплексно, получается комплексно. И также, если, допустим, вы относительно молодой человек, но у вас есть сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, сахарный диабет и так далее, и какие-то вот хронические заболевания, за этим надо обязательно следить. И что я еще хочу отметить, вот, допустим, у кабинета памяти есть отличный проект «Ясный ум». Он также ведется онлайн, в социальных сетях, и люди, вот, население из любой точки республики может подключиться и вот пройти какие-то вот эти упражнения, узнать больше о когнитивных нарушениях, как профилактировать вот это состояние. То есть, получается, этот онлайн-проект, он как раз большей частью на членов семей, на близких родственников, которые не могут лично, например, к вам обратиться за консультацией. Если это легкое или просто это снижение когнитивно, они могут сами участвовать. А если это довольно выраженное, то могут участвовать родственники, обучаете и сами проводите дома самостоятельно. А как распознать деменцию? То есть когда вот это просто какая-то стадия забывчивости, да, особенность человека, возможно, да, а когда это уже прям вот признак в какой момент заболевания, надо в какой момент нужно бить тревогу и бежать к специалисту? Вообще я считаю, что вот профилактика — это самое главное. Поэтому даже вот не ждать, когда я буду много когда будешь забывать выключать утюг. Лучше сразу заранее показываться. И действительно, вот в первых этапах очень легко там путать же, да, это может быть просто усталость, человек усталый, забывает, да, а возможно это уже начало, да, поэтому лучше показывать специалистам, ну и следить за тем, что часто ли у меня это повторяется, системно ли у меня это повторяется, или один раз забыл, а остальное время все хорошо. Вот поэтому нужно следить. И как психолог я бы еще хотела добавить, что в деменциях очень часто наблюдаю, что человек очень сильно встревожен. Без причины, да, постоянное беспокойство, постоянная тревога. И вот поэтому я всегда всем говорю, что лучше вот находиться в спокойном состоянии, найти такое состояние. Мы знаем, что некоммерческая организация реализует еще ряд проектов. Расскажите, пожалуйста, о них. Сейчас мы, как общественные кураторы в отделении сестринского ухода, вместе с медсестрами ведем такой очень интересный социально-просветительский проект организации современного ухода. Это забота, умноженная на технологии. Да? И в рамках этого проекта в телеграм-канале у нас ведется страница, и мы снимаем короткие видеоролики и также проводим вместе онлайн-школу по уходу, где также принимает кабинет памяти участие, и мы рассказываем, как организовать правильно уход за такими пациентами, вообще за пациентами не только с деменцией, но и после инсультов, вообще за лежачими, немобильными, вот такими, да, и еще мы отвечаем на вопросы родственников по уходу. Ой, очень полезно, мне кажется, да, потому что когда не знаешь, это куда очень пойти. актуальная информация, конечно, безусловно. А как телеграм-канал найти? Долгожить 14. Просто Долгожить 14. Да, надо будет записать, потому что эта информация может быть полезна каждому. Спасибо, что пришли, очень интересно. Ну и вкратце, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Начну, наверное, я. Я очень хочу пожелать нашим телезрителям, чтобы они побольше внимания уделили своим родным, старшему поколению, бабушкам, дедушкам, родителям и следили за их здоровьем. У нас как раз вот на этой неделе стартует тоже проект в Амге, мы тоже туда едем, называется «Долгожить узоры заботы». Вот.
Ну, я в свою очередь тоже хочу сказать, чтобы тоже следили постоянно, были в хорошем настроении, в спокойствии, как я всем говорю, да, и вот действительно были друг к другу более мягкими, да, внимательными. Спасибо, здорово, что вы едете, реализуете проекты по районам. Я думаю, что вас там будут ждать. Ну и, конечно, дорогие телезрители, следите за своими родными, близкими, относитесь к ним внимательно, чтобы распознать, если вдруг вас настигнет такое горе на первой стадии, и обратиться к специалистам. Еще раз большое спасибо. Тема очень актуальная, тема больная, актуальная для многих. Спасибо большое, что пришли к нам. Что ж, одно из составляющих счастливой долгой жизни – это свой уютный и светлый дом. Важное нововведение появилось в этом году для жителей сельской местности и тех, кто просто хочет обзавестись собственным домом. Для его строительства можно будет использовать кредиты с господдержкой. Как это сделать, расскажем далее в рубрике «Финансовая грамотность». С 1 марта деньги по семейной и IT-ипотеке можно направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Будущие жильцы должны заключить договор строительного подряда со строительной организацией или индивидуальным предпринимателем, которые зарегистрированы в единой информационной системе жилищного строительства, и выбрать один из типовых проектов или домокомплектов, который строитель там указал. Для оплаты услуг необходимо будет открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков. Деньги на этом счете застрахованы в пределах 10 миллионов рублей. Кроме того, для оплаты строительства своего дома теперь можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину материнского капитала на оплату работ, а вторую половину лишь через полгода и при условии, что фундамент и стены и крыша уже готовы. Друзья, мы часто говорим о финансовой грамотности, как управлять бюджетом, копить и инвестировать, но даже самый грамотный финансовый человек может столкнуться с проблемами, если упустить из виду юридическую сторону кредитования. Юридическая грамотность в кредитовании – это ваша защита от недобросовестных практик и гарантия, что вы не станете жертвой собственной невнимательности. Поэтому сегодня мы разберем не только, как взять кредит выгодно, но и как сделать это безопасно с пониманием своих прав и обязанностей. Ведь финансовая свобода начинается со знаний и экономических, и юридических. Доброе утро! Самозапрет – это возможность поставить ограничения на оформление кредитов и займов. Самозапрет может распространяться на потребительские кредиты в банках, займы в микрофинансовых организациях, договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, образовательные кредиты, оплата по которым сразу перечисляется в учебное заведение. В этих видах кредитных договоров риски мошенничества минимальны. Не распространяются они также на выдачу денег по уже имеющимся кредитным картам, договорам поручительства, оплату ранее выданных кредитов и займов. Таким образом, самозапрет распространяется на те кредиты, при выдаче которых наиболее вероятны мошеннические действия, когда злоумышленники от имени человека, но и без ведома этого человека оформляют кредит или получают деньги. Масштабы мошенничества в России растут. В 2024 году банки предотвратили вдвое больше мошеннических операций, чем в 2023. Тем не менее, за прошлый год мошенникам удалось выманить у граждан 27,5 миллиардов рублей. Чтобы изменить эту печальную тенденцию, Банк России предложил новый механизм для дополнительной защиты от мошенников – запрет на оформление кредитов и займов. Человек сможет в любой момент отменить самозапрет на кредиты, при этом период охлаждения будет занимать суммарно до 3 суток. Этого обычно достаточно, чтобы у человека была возможность подумать, действительно ли ему нужен этот кредит, не находится ли он под влиянием третьих лиц, и принять взвешенное решение. Механизм самозапрета на получение кредитов обезопасит граждан от мошенников и необдуманных финансовых решений. Знайте свои права. Друзья, почему сегодня самый важный день в вашей жизни? Не задумывались над этим? А мы хотим поделиться мыслями писателя Стивена Гайс.
Все мы забываем ценить сегодняшний день, стараемся убить время в ожидании более увлекательной полосы в жизни. Но сегодня должно стать самым заветным словом. Ведь никогда в жизни не будет дня важнее, чем тот, что вы проживаете сейчас. Да, он кажется менее значительным, чем выпускной, свадьба или, может быть, даже отпуск, но это не так. Писатель советует: примите сегодня решение, за которое потом сможете поблагодарить себя. Выберите в календаре дату ровно через год и создайте запись со словами: «Твоя жизнь сейчас такая, как есть, благодаря тому, как ты относился к каждому дню в течение прошедшего года». И проведите эксперимент, как все изменится. Ну а прямо сейчас расскажем, чем знаменателен сегодняшний день. На календаре 24 марта. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. По народному календарю Ефимов день. На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Это день в истории. В 1794 году в Польше началось освободительное восстание. В 1801 году вследствие заговора убит российский император Павел I. В 1802 году английский изобретатель получил первый патент на паровоз. В 1822 году запатентована первая типографская наборная машина. А в 1882 году Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. В 1898 году продан первый американский автомобиль. В этот день родились Арест Кипренский, русский художник, график, живописец, мастер портрета. Гарри Гудини, американский иллюзионист. Алексей Новиков-Прибой, советский писатель, прозаик. Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики. Иван Козловский, советский певец, тенор, режиссер, народный артист Советского Союза. Клавдия Шульженко, советская эстрадная певица, актриса театра и кино. Василий Сталин, советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын Иосифа Сталина. Александр Буйнов, советский российский эстрадный певец, актер, композитор и шоумен. Именины сегодня отмечают Василий, Георгий, Ефим и Иван. Вот такой сегодня замечательный день. А задумываетесь ли вы, что каждое наше слово – это не просто набор звуков, а мощный инструмент, способный изменить чью-то жизнь, повлиять на карьеру или даже спасти отношения? Мы часто произносим фразы на автомате, не задумываясь, как они приземляются в сердцах окружающих. Но что, если одна неверная фраза, интонация, грубость или даже неправильное ударение могут стать роковыми? Сегодня мы в нашей постоянной рубрике расскажем о нескольких правилах. Не пропустите, потому что говорить правильно – это не снобизм, а уважение и прежде всего к самому себе. Доброе утро, дорогие телезрители! Как известно, в русском современном литературном языке 6 падежей. Они вам хорошо известны. Помните знаменитую фразу для запоминания этих падежей? Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Но не каждый падеж является коварным с точки зрения образования форм и правописания. Обычно к таким коварным падежам относятся родительный, дательный и предложный. Именно в этих падежах чаще всего допускаются ошибки в образовании форм и в написании окончаний, в том числе и у числительных. Мы с вами уже говорили об изменении числительных в родительном падеже. Сегодня настал черед дательного падежа. Например, числительное 300. Мы с вами уже знаем, что в числительном 300 целых два корня. Это корень 3 и корень 100. И мы знаем, что надо изменять оба корня. Поэтому числительное 300 будет иметь форму дательного падежа такую. Добавить к чему? К 3. Добавить к чему? К 100. А все вместе к 300. Например, в нашем музее к 300 картинам добавилось еще 200. Давайте говорить правильно. Всего доброго! И еще немножечко спортивных новостей, даже сказать экстремальных можно. Фридайвер Екатерина Некрасова установила новый мировой рекорд, проплыв без гидрокостюма 122 метра подо льдом Байкала. На кадрах, которые вы сейчас видите, девушка выныривает на финише,
Судьи фиксируют, сейчас они будут фиксировать результаты и поздравляют победительницу. По словам спортсменки, она начала увлекаться фридрайвингом несколько лет назад после посещения глубочайшего озера. В пресс-службе Федерации фридрайвинга рассказали, что предыдущий рекорд по нырянию в длину подо льдом без гидрокостюма спортсменка установила в 2021 году. Тогда девушка проплыла брасом без ласт 102,7 метра. Ну, слушай, я бы на такое не решилась. Ну, очень, мне кажется, это экстремально. подвиг самый натуральный. Во-первых, холодно, во-вторых, страшно. Представляешь, подо льдом, ну пусть там, конечно, следят за тобой, как ты плывешь от одного места к другому, но все равно без костюма. Ну, это потрясающе. Согласен, да. Мне кажется, 100 метров, это даже пробежать 100-метровку, это подвиг. Давайте послушаем, что сама спортсменка говорит по этому поводу. В 2019 или 2018 году я приезжала на Байкал первый раз, и там было развлечение для всех желающих пронырнуть 25 метров подо льдом Байкала. И из-за этого я пошла заниматься фридайвингом. Ну и так и осталось. На Байкале вообще хорошо ныряется. Лучше, чем где бы то ни было. Смотрела вчера на дистанцию, это было очень страшно. Но когда вот плывешь и видишь просто дистанцию, которую тебе нужно преодолеть, не страшно. Сложность этого рекорда в том, что, первое, как я уже сказал, это достаточно технически сложно подготовить. И второе, хотя, наверное, это может быть даже и первое, что действительно вода очень холодная, спортсменка нырнула без гидрокостюма на одном вдохе и добралась, преодолела эту дистанцию только при помощи своих сил, при помощи сил своего организма, не используя при этом никаких механических средств передвижения. Ну, переходим от спорта к культуре. Сегодня у нас в гостях Сюзанна Оржак, заслуженный деятель искусств Республики Тыва. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Очень приятно вас такую красивую у нас приветствовать, что пришли прямо к нам. Мы знаем, что вы приехали не просто так, что подготовили якутянам презентацию документального фильма. Вот что это за фильм, расскажите, у него очень интересный жанр. На самом деле мы приехали со съемочной командой из Тувы, чтобы снять фильм, не презентовать, а именно снять, да. И первая локация — это Республика Саха-Якутия, так как у Альберта Будачевича это солист группы Ядха, легендарный гитарист, вокалист, который до сих пор знаменит. Здесь у него очень много друзей. Друзья, они все вышли из фестиваля, рок-фестиваля «Табык», поэтому первая точка посвящается Якутии, любимой Якутия. И в интервью Альберт Будачевич давал такие прекрасные смыслы о том, что я бы хотел бы остаться здесь навсегда. И поэтому первая локация, потому что большое количество друзей здесь, в Якутии, и еще то, что я на самом деле вернулась на вторую родину. Я училась здесь в Арктическом государственном институте у профессора, режиссера Андрея Исаевича Борисова. Закончила факультет режиссуры и работаю в театре, а также снимаю фильмы. Это мой первый проект документальный. Проект создан школой креативной индустрии в Туве под руководством заведующей Хиртек Сайданы Семеновны и при поддержке Министерства культуры Республики Тыва. То есть фильм будет таким о роке, о становлении личности, да, и с биографическими справками. Да, это фильм «Портрет поколения» на самом деле. Даже не о самом Альберте Кувезине, а о том, какой же это портрет поколения. Это художники, режиссеры, кинорежиссеры. Это люди, которые создавали эти прекрасные песни, которые создавали идентичность тувинского народа, якутского народа. Да? В этих песнях сохранена культура, традиция, и она совершенно микширована, совершенно подается не в традиционном смысле, а именно в рок-контексте, и это очень прекрасно. Ну вот прям не может не радовать такое вот тесное сплетение двух культур, и еще больше не может не радовать, что Якутия является стартом, отправной точкой для съемок этого фильма. Это просто замечательно. Мы знаем, что вы прилетели в Якутию не одна, да, а целая команда. Вот кто в состав команды еще вошел? То есть кто ваши
вдохновители, друзья, которые помогут создать. Потому что мы знаем, что теперь вы связаны с Якутией, а Альберт связан с Якутией. Может быть, и другие члены команды тоже не познакомятся с нашим краем. Мы приехали с директором картины Сайданой Хертек. Ну, приехал мой сын, я решила познакомить сына с таким прекрасным краем. Все-таки я очень много вспоминаю о Якутии, говорю о ней, поэтому сейчас каникулы, поэтому мы приехали не только познакомиться с рок-темой, но и высшая школа музыки была у нас, НХМ, Национальный художественный музей. Сегодня мы пойдем на вечер Яны Угаровой, завтра мы пойдем на концерт заслуженных работников культуры Республики Саха. Да. Но в команде у нас это самое главное и замечательное, это то, что оператором является Юра Бережнев, наш несменный оператор фильма «Тайна Чингисхана», где я тоже приняла участие в качестве актрисы. Я исполнила Любовь Темучина, Любовь Чингисхана, первую Бурте. И, конечно же, я обратилась к своему другу, коллеге, соратнику, кинорежиссеру Александру Лукину, который тоже сейчас участвует в нашем проекте. Ну, такой получался именитый состав. Уже каждого можно опросить со своей историей. Да, звездный, я бы сказала. Точно. Уже проект обречен на успех. Будем с нетерпением его ждать. Но расскажите, а что вас именно вдохновляет на творчество? Потому что вы рассказали, что вы любите Якутию, вы рассказали, что вы очень болеете за становление национальной культуры наших народов. Вот, а что вот ваше личное вдохновение? Личное вдохновение. Ну, потому что такая сложная деятельность, и режиссура, и актерское мастерство. Все-таки это любовь к людям. Это исследование человеческой души. Мы знаем, что еще вы на Мусустар успели выступить. Да, нам, кстати, посчастливилось попасть на молодежный форум Мусустар. Это для нас, конечно, счастье, удача. Встретились с главой Республики Саха-Якутия, с Айсеном Николаевым. И нам было очень приятно, что он уделил время для нас. Альберт Будачевич подарил свою грамм-пластинку, виниловую пластинку группы Ядха. И мы получили удовольствие, колоссальное удовольствие, что нас приняли на этот молодежный форум, потому что все-таки Альберту Будачевичу в ноябре будет 60 лет. Мы готовим юбилейный проект, но нас пригласили, и нам очень приятно. Мы благодарим команду, режиссерскую постановочную группу в лице Миши, Тани Егоровой. Это очень приятно, что вот нас пригласили участвовать в этом проекте, чтобы познакомиться с молодежью, чтобы как-то оставить эту серебряную нить, рассказать о тувинском роке для детей, для подростков, для молодежи, которые, мне кажется, пока не знают, кто такой Альберт Будачевич и группа Ядха. Вот вы так хорошо рассказываете про множество якутских проектов, про наших. Может быть, у вас есть какие-то любимые проекты, на которые вы обратили особое внимание? И, может быть, есть советы, как, в каком направлении дальше двигаться? Может быть, что-то можно предложить молодым? Мне очень нравится проект «Желанный берег». Это театральный фестиваль, где номинируются молодые артисты, новые спектакли, проекты Союза театральных деятелей Республики Саха-Якутия. Я знаю, что это такая колоссальная работа. У нас в СТД 35 человек, может быть 60, ну, 60, наверное, максимум, но вот от 35. А здесь 370 и так далее. Это большое количество творческих людей, талантливых артистов. И СТД делает этот проект «Желанный берег» и другие фестивали около театра, да, и для театра, для зрителей. Я как театральный режиссер, мне очень нравятся вот такие проекты для людей, о людях. Прекрасно. Спасибо большое. Ну, получили колоссальное удовольствие побеседовать с вами. Несколько слов нашим телезрителям. Ну что, я люблю Якутию, я желаю вам оставаться в этом прекрасном оазисе, в Аласе. Алас, да, правильно я сказала? Да. Я уже начинаю забываться. В этом Аласе. Знаете, для меня Якутия — это как небо, где очень много звезд.
Мои друзья, коллеги – это звездные люди. Они все живут одной идеей – творить. И когда я приехала в Якутию, я поразилась, что все много-много этих маленьких, больших звезд сверкают на этом небосклоне. Я хочу пожелать всем зрителям Якутии, якутянам, которые живут на этой красивой территории нашей страны, сверкать как бриллианты. Спасибо большое. Огромное спасибо, прекрасные слова, просто замечательно общаться с людьми искусства. Это настолько все, да, звучит красиво, вкусно. Кстати, завтра у нас, по-моему, праздник. День работников да, культуры. Мы с наступающим праздником. Спасибо вас большое. поздравляем и всех деятелей культуры тоже, независимо от того, где вы находитесь. Ну что ж, а теперь самое время немножечко узнать о таких вещах, как новости. Что произошло в мире, расскажут наши коллеги. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике. Приступим. В России вырастут тарифы на свет, воду, отопление и газ с 1 июля. Тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Процент является усредненным по стране. Парламентарий отметил, что итоговые цифры в каждом регионе будут свои, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных коридоров индексации. Экономическая обоснованность повышения тарифов связана с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. В Ростовской области в рамках акции «Свои» приходят на помощь. Представители Якутии поделились своим опытом поддержки специальной военной операции и представили инновационные технологические разработки, направленные на эффективное достижение поставленных целей. 150 военнослужащих мотострелковой дивизии были награждены государственными и ведомственными наградами. Также были вручены комплекты новой формы и техники, включая снегоболотоходы «Сокол» и мотоциклы типа «Эндуро» «Темир-Ат». Проверяем ее в полигонных условиях. Это первая стадия. Вот как раз сегодня был этап этих двух элементов и других элементов, которые станут для фашистов некой неожиданностью, когда будут использовать на фронте. Поверьте мне, большой неожиданностью. Таких, скажем так, такого оборудования в настоящий момент нет аналогов в мире. Через некоторое время данные образцы поступят уже непосредственно в подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и на практике будут отработаны. Республиканский фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее», прошедший в столице республики с 19 по 21 марта, собрал свыше 1500 человек. Для населения организовали мастер-классы, консультации от банков и госструктур, локации для школьников и студентов, квиз и ярмарку местных товаропроизводителей. Также прошли лекции в трудовых коллективах и онлайн-трансляции в соцсетях. Подсчет данных продолжается. Программа долгосрочных сбережений работает с 2024 года, предоставляя гражданам возможность формировать накопления с государственной поддержкой в размере до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. В Государственном цирке имени Марфы и Сергея Расторгуевых состоялась премьера цирковой сказки «Дырай Берген» и трехглавый Луабалык. Постановщики тщательно подобрали состав артистов и аланхасутов. Самыми юными участниками постановки являются 7-летние воспитанники цирковой студии. Новая постановка ознакомит зрителей с историей богатыря Дырай Берген. Он призван защитить людей Аи от обид и темных сил. Но это мы считаем проектом международного уровня, потому что после легендарных наших проектов «Тепло вечной мерзлоты», «Земля мамонта», сейчас вот мы в течение 3 лет подготовили вот этот проект тоже международного масштаба, можно сказать. Амгинские коневоды стали победителями республиканских соревнований. В селе Хара Мегино-Кангаласского улуса прошли республиканские соревнования Сылгыгыт-Кюряхе. Победу одержала вторая команда СПК «Бетюн» из Амгинского улуса и стала обладателем сертификата на 2,5 миллионов рублей на приобретение сельскохозяйственной техники. Второе место заняла и выиграла УАЗ «Фермер», первая команда Нахаринского наслега Мегино-Кангаласского улуса. Третье место заняла и выиграла снегоход, первая команда
команда «Давидов» из Амгинского улуса. Лучшие команды были определены в эстафете из 4 этапов с общей дистанцией 1700 метров. На этом пока все. Встретимся в 9-часовом новостном выпуске. И пока весь мир продолжает вращаться в ритме последних событий, мы с вами сделаем небольшую паузу, чтобы заглянуть в звездную карту дня. Верите вы в гороскопы или нет, неважно. В нашей динамичной жизни все настолько непредсказуемо, что не знаешь, что будет завтра. Может быть, хотя бы гороскоп подскажет, куда направить свою энергию. Овны, вы на старте большого рывка, но перед прыжком важно определить направление. Удача будет подталкивать вас к действиям, но импульсивность – ваш враг. В середине недели возможен конфликт или сложный выбор – шагнуть в неизведанное или остаться в зоне комфорта. Не бегите, анализируйте. В любви все неоднозначно. Если чувствуете подвох, не игнорируйте ситуацию. Тельцы, неделя будет спокойной, но не без подвохов. Устойчивость в финансах и делах – это прекрасно, но не пора ли встряхнуть ситуацию? В конце недели возможна неожиданная встреча, способная повлиять на ваши планы. Будьте открыты к переменам, но не спешите отказываться от проверенных решений. В отношениях все гармонично, если не пытаться контролировать каждую деталь. Близнецы, энергия будет зашкаливать, и, возможно, вы даже забудете о сне и отдыхе. Это прекрасно, но хаотично. Важно не потеряться в потоке идей и задач. Финансовые вопросы решатся быстро, но не без подвохов. Внимательно читайте документы. В личной жизни возможны сюрпризы от случайной встречи до неожиданного признания. Раки, вы входите в фазу переосмысления. Что-то в душе тревожит, но еще не оформилось в четкую мысль. Не спешите разбираться в этом в одиночку. Рядом есть люди, готовые помочь. Работа требует больше внимания, особенно к деталям. В любви время честных разговоров. Главное не убегать от чувств, какими бы они ни были. Львы, неделя принесет признание и аплодисменты, но не стоит забывать, что настоящая сила в балансе. Будут искушения бросить все и рвануть в неизвестность, но подумайте дважды. Ваш потенциал раскроется в планомерном движении, а не в хаотичных скачках. В любви флирт и страсть, но вот к чему это приведет, решать только вам. Девы, все идет по плану, но чувствуется внутренний дискомфорт. Это не случайно. Звезды дают понять, что пора пересмотреть стратегии. Будьте внимательны в бумагах и финансах. Мелкие ошибки могут привести к неприятностям. В личной жизни возможно недоразумение, но честный разговор все расставит по местам. Весы, вы разрываетесь между «надо» и «хочу». Эта неделя поможет найти гармонию, но для этого придется сделать непростые выборы. Рабочие вопросы решатся удачно, если не бояться новых подходов. В любви все зыбко. Пора честно спросить себя, что вам действительно нужно. Скорпионы, будьте готовы к неожиданным новостям. То, что казалось тайной, вдруг выйдет на поверхность, и это изменит ваше отношение к некоторым людям. В работе возможны новые проекты, но не хватайтесь за все сразу. В личной жизни страсть или разрыв, звезды дадут шанс все исправить, но выбор за вами. Стрельцы, вы полны энергии и идей, но не распыляйтесь. Одна точная цель принесет больше успеха, чем десяток разрозненных попыток. В середине недели возможны новые знакомства, которые изменят ваше мировоззрение. В любви легкость и авантюры, но не стоит играть чужими чувствами. Козероги, вы на пути к большой цели, и эта неделя еще одна ступенька вверх. Финансовые вопросы решатся удачно, если не спешить. В личной жизни стабильность, но есть риск застрять в рутине. Добавьте немного спонтанности. Водолеи, эта неделя несет неожиданные события. Возможно, вас выдернут из зоны комфорта, но это к лучшему. В работе шанс на что-то новое, в любви непредсказуемые повороты. Главное не сопротивляться тому, что идет в вашу жизнь. Рыбы, вы на пороге эмоционального прорыва. Возможно, придется переосмыслить отношения, работу или даже собственные желания. Неделя хороша для творчества и духовных поисков. В любви время доверия и честности.
И момент истины. Женя, кто ты по гороскопу? Ага, я подозревал об этом вопросе. Я Ну как, водолей. мне надо срочно загуглить сочетание в Конечно, работе. вдруг что-то пойдет не так в плане творческой совместимости. Я водолей, а ты? Я лев. Прекрасно, да. Я думаю, вообще, на самом деле, гороскопы это немножечко условно, потому что люди ведь, читая гороскоп, они все хорошее воспринимают на себя, а то, что негативное, плохое в гороскопе, оно для каких-то других, там, львов, для других рыб, по-моему, вот это так происходит, на самом деле. Не знаю, я на самом деле люблю читать прогноз, так и прочитал прогноз. Ага, хороший, верю. Плохой, не верю. Вот все верно, нам хочется верить и воспринимать самое позитивное, самое хорошее. Не, на остальное самом пусть деле, будет сегодня понедельник, поэтому воспринимаем гороскоп только с позитивной стороны, только с хорошего ракурса на себя смотрим. Вообще говорят, ну что делать? Ты 100% должен одобрять человека, на которого ты смотришь в зеркало. Поэтому тут без вариантов, конечно, прогноз только хороший. Это верно. И что касается еще прогнозов, конечно, можно верить или не верить в гороскопы, но есть один прогноз, с которым просто приходится смириться. И, конечно же, это прогноз погоды. Ну, я не сомневалась, что ты решишь его повторить, поэтому уже приготовила текст. Итак, в центральных районах сегодня минус 29, минус 10. В Заречной группе 32, 10 градусов холода. В южных 10, 8, ниже 0. В Вилюйской группе 23, 9 со знаком минус. В Нижнеленских 29, 19 градусов холода. В западных минус 26, минус 11. В Колымо-Индигирской группе улусов 36, 16, ниже 0. В Янских минус 36, минус 17. На северо-западе сегодня 32, 18 градусов холода. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 23 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске переменная облачность, как-то хочется сказать, преимущество без осадков. А ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура днем в Якутске минус 8, минус 10 градусов. Весна, господа. Замечательная весенняя погода, согласен. Ну, всем хорошего дня, отличного настроения. Встретимся с вами завтра в то же время. Пока-пока.